Здравствуйте, уважаемые родители, их дети, студенты и также все, кому интересны лекции, которые размещаются на портале «Территория просвещения» и реализуются в рамках проекта родительского лектория. Сегодняшняя наша лекция будет посвящена вопросам финансовой грамотности. Финансовая грамотность, что должен знать каждый. Меня зовут Ирина Николаевна Швецова, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового менеджмента Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина. И на сегодняшней лекции мы с вами проговорим некоторые важные моменты, касающиеся личного и семейного финансового планирования, вкладов, кредитования, а также защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг. Начнем мы с самого начала. Это личное и семейное финансовое планирование. Каждый из нас ведет семейный бюджет, и, конечно же, важно знать этапы постановки финансовой цели и некоторые навыки бюджетирования. В данном случае хотелось бы, конечно, сказать, что в целом финансовая грамотность — это некоторый набор вопросов, касающихся знаний, наших умений и практики принятия финансовых решений, практики распоряжения денежными средствами, грамотного инвестирования и достижения тех целей и высокого качества жизни, которые мы хотели бы получить в конечном итоге. Наш бюджет и бюджет семьи — это план доходов и расходов на определенный период. Такое определение вы можете встретить в любой учебной литературе. Бюджет мы можем составлять личный, то есть для себя конкретно, и семейный. И, как уже было отмечено ранее, именно бюджет либо личный, либо семейный составляет основу рационального поведения. Что же такое рациональное поведение и каковы этапы нашей деятельности, которая могла бы характеризоваться как рациональное поведение, рациональное принятие финансовых решений? Если мы говорим о рациональном финансовом поведении, то мы, конечно же, должны начинать с постановки финансовой цели. То есть каждый из нас должен четко понимать, что он хочет достичь в материальном плане. Может быть, какого уровня заработной платы, какого уровня стипендии, может быть, какого дохода от того бизнеса, которым он сейчас занимается. Далее, в рамках достижения поставленной цели, конечно же, важно составить финансовый план. И финансовый план — это целый комплекс действий, который невозможно осуществить без наличия соответствующей определенной информации. То есть мы должны четко знать для себя и понимать, какой у нас, например, самое простое, какой у нас оклад, какие действуют нормативные документы, какие нам выплаты положены и так далее. И кроме того, уже далее мы должны оценивать различные варианты и принимать решения. И в данном случае, конечно же, необходимо отметить и важность того, что на каждом этапе жизненного пути нам необходимо просматривать и выбирать эти варианты, оценивать альтернативы и проводить для себя так называемый небольшой мозговой штурм. То есть мозговые штурмы, конечно, это то, что мы проходим в рамках университета, на семинарских занятиях отрабатываем, далее уже на предприятиях, может быть, собираются рабочие группы. Но вот такие небольшие мозговые штурмы мы должны тоже применять и реализовывать в рамках своей семьи, планируя и стремясь принять обоснованные финансовые решения, которые максимизируют наши доходы. В чем ценность личного финансового плана и семейного бюджета? Конечно же, тот финансовый план, который мы в итоге разработаем, позволит нам увидеть структуру потребления. Например, мы тоже, я лично ведем семейный бюджет, и мы видим, какую часть нашего дохода мы тратим, например, на продукты питания, какую часть дохода уходит на образование наших детей, и, соответственно, мы можем определить, какую часть мы можем инвестировать, и можем ли мы позволить себе взять кредит в банке. Соответственно, мы планируем, исходя из
нашего финансового плана, ожидаемых доходов, вообще полученных ранее доходов в наши покупки, обдумываем способы вложения средств и тем самым приходим к достижению наших финансовых целей. И, соответственно, в данном случае это позволяет нам грамотно принять финансовые решения, выбрать, что нам более целесообразно, исходя в том числе из тех рисков, на которые мы готовы пойти, исходя из нашего бюджета семьи. Может быть, это будет вклад, может быть, это будут инвестиции в ценные бумаги на российской бирже, может быть, это будут инвестиции в ценные бумаги зарубежных компаний. Важно также отметить, что финансовые цели зависят от этапа жизни человека, и на каждом этапе жизни у нас, конечно, совершенно разные финансовые цели, они зависят от нашего опыта, вообще от нашего возраста. То есть в детском возрасте тоже здесь немножко мышление немножко другое, и, конечно, в целом финансовая политика, которая сейчас проводится, ориентируется на то, чтобы и маленькие дети тоже ставили определенные финансовые цели, учились формулировать эти финансовые цели и в дальнейшем уже проявляли себя как более грамотные финансовые потребители и в зрелом возрасте, и не попадались на финансовых мошенников. Конечно, что касается младшего школьного, например, возраста, в данном случае, может быть, было бы целесообразно говорить о том, чтобы приучать детей накапливать сбережения, ответственно относиться к деньгам и понимать ценности тех денег и того, что родители зарабатывают. Далее уже школьный возраст, это уже тоже распоряжение, может быть, в какой-то части уже начинается этап распоряжения денежными средствами, и здесь тоже нужно учить наших детей выставлять приоритеты и какие-то, может быть, в каком-то плане свои амбиции немножко умерить, то есть сопоставлять и доходы семьи, и те желания, которые могут возникнуть у ребенка, например, старшего школьного возраста, купить дорогой телефон, который составляет, например, уровень заработной платы родителей. Конечно, здесь нужно это все обсуждать и объяснять ребенку, что дорогие покупки, они не всегда в дальнейшем были бы целесообразны, и, может быть, если бабушки, дедушки подарили хорошие суммы, может быть, лучше их действительно начать инвестировать, при этом положить, например, на вклад и попросить родителей помочь это сделать, может быть, купить валюту или какие-либо другие решения, и показать ценность заработанных денег и возможность, тот потенциал, который принесет в дальнейшем большую пользу ребенку, нежели чем покупка дорогого телефона. Далее это молодая семья. Молодая семья — это уже совершенно другие финансовые цели, другие затраты, и в данном случае очень важно, конечно, уделить внимание тому, чтобы обеспечить жильем молодую семью, посмотреть, найти способы приобретения этого жилья. Это уже ипотека, это уже стремление заработать, сделать карьеру и обеспечить не только себя и не только свои личные интересы, но и вырастить своих детей. Пожилой возраст, конечно, это уже уровень, когда мы хотим, получая доходы, уже в большей степени, конечно, осуществлять расходование своих средств на свои личные какие-то интересы, на собственное удовольствие. То есть в данном случае, конечно, хочется жить более-менее спокойно, расслабленно и обеспечить себе высокое качество жизни, поскольку достаточно длительный период был посвящен именно работе, зарабатыванию денег и достижению карьерных целей. Когда мы говорим о финансовом плане семьи, конечно, в данном случае важно обсудить вопросы распределения, совместного распределения доходов и расходов. У каждого из членов семьи могут быть свои личные интересы, свои личные цели и какие-либо амбиции. Могут быть, конечно, здесь и некоторые конфликты. И, конечно, хотелось бы, чтобы в рамках семьи была найдена общая точка зрения относительно и формирования доходов, и относительно расходной составляющей. В данном случае наш финансовый план семейный позволяет нам ответить на вопрос о возможности накопить
определенную сумму за некоторый период времени. Может быть, это будет сумма для первоначального взноса по ипотеке, может быть, это будет сумма на какие-либо другие цели, например, на отпуск. Кроме того, если мы уже планируем взять кредит, в рамках финансового плана мы можем ответить на вопрос, как изменятся наши расходы, если придется платить по кредиту. То есть в данном случае мы примерно планируем вообще, в принципе, нашу способность и кредитоспособность с точки зрения будущих кредитов, закредитованности и все прочее. И, конечно же, еще раз хотелось бы обратить внимание на то, что важно, конечно, учесть интересы каждого члена семьи в достижении финансовых целей. И таким образом хотелось бы представить для вас этапы составления финансового плана. Последовательно мы должны начать с учета доходов, расходов, то есть учитывать все наши поступления, все наши доходы, учитывать все наши расходы. К счастью, у нас сейчас кредитные организации через личные кабинеты предоставляют такие возможности. В принципе, в данном случае можно, не тратить много времени, посмотреть и структуру потребления, и посмотреть все наши доходы в совокупности и расходы. Кроме того, мы должны далее провести анализ доходов-расходов. В данном случае тоже следует отметить, что с помощью личных кабинетов, в принципе, в банках мы тоже можем увидеть и структуру потребления, то есть долю, какой у нас уходит на питание, какая доля у нас уходит на оздоровление, например, на образование детей и так далее. Следующим этапом мы должны сформулировать цели и составить план. И затем, конечно же, важно четко следовать этому плану. И если возникла какая-либо необходимость, обеспечить корректировку этого финансового плана. Далее мы немножко поговорим об элементах доходов, которые нам следует учесть в нашем бюджете. В бюджете, личном бюджете и семейном бюджете. То есть, конечно же, прежде всего наш семейный бюджет включает в себя вознаграждение за труд. Кроме того, мы не должны забывать о социальных выплатах и пособиях, которые положены, например, многодетным семьям или малоимущим семьям. Кроме того, многие из нас еще параллельно могут заниматься бизнесом, и, соответственно, этот пассивный доход мы тоже, то есть доход от предпринимательской деятельности, а также пассивный доход, например, проценты по вкладам, тоже необходимо учитывать в бюджете доходов нашей семьи. Что касается вознаграждения за труд, в данном случае мы, конечно, рекомендуется нам всем периодически знакомиться и вообще знать нормы трудового законодательства и заключения трудовых договоров и те права и обязанности, которые прописаны в Трудовом кодексе. Если говорить о трудовых договорах, договоры могут быть как срочные, так и бессрочные трудовые договоры. Система оплаты труда тоже могут быть различные. И вот эти нюансы нам необходимо знать для того, чтобы более четко планировать наши доходы. Нам важно в итоге знать, как рассчитывается наша с вами заработная плата, какие удержания из заработной платы могут быть, какие, например, в нашем регионе положены районные и, например, северные доплаты к заработной плате, каковы их размеры в итоге и при каком условии начисляются северные районные коэффициенты. Кроме того, конечно, для того, чтобы понимать, правильно ли вам начислили отпускные, порядок расчета отпускных тоже бы не мешало нам знать. И очень важный момент — это оплата труда, выходные, праздничные дни. То есть вот такие нюансы, да, мы тоже должны, конечно, понимать, как это все рассчитывается, и при необходимости, при возникновении вопросов обращаться и не бояться обращаться в бухгалтерию за дополнительными пояснениями. Что касается социальных выплат и пособий, конечно, у всех на слуху это материнский капитал, как федеральные выплаты. Кроме того, мы не должны забывать, что в каждом регионе есть определенный перечень региональных выплат, которые предусмотрены региональным законодательством, и, кроме того, возможно претендовать на выплаты из местных бюджетов.
Материнский капитал за первого ребенка уже с 2020 года выплачивается, и размер материнского капитала составляет с 1 января 2021 года за первого ребенка 483 881 рубль 83 копейки. И далее определенная шкала предусмотрена размера материнского капитала за второго ребенка, за третьего и последующих, и суммы материнского капитала определены действующим федеральным законодательством. Материнский капитал, конечно, это большое подспорье для молодой семьи, и, конечно, об этом нельзя забывать, что вы можете претендовать на средства материнского капитала для решения определенных проблем, и цели использования материнского капитала зафиксированы в федеральном законодательстве и могут быть такими, как улучшение жилищных условий на территории Российской Федерации, получение образования ребенком, детьми, формирование накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации, интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты в связи с рождением, усыновлением, начиная с 1 января 2018 года второго ребенка. То есть эти, конечно же, вещи и федеральное законодательство в части материнского капитала играют немаловажную роль для того, чтобы молодая семья действительно состоялась, достигла своих финансовых целей и обеспечила себе хорошее, высокое качество жизни в нашей стране. Материнский капитал можно использовать как первоначальный взнос по ипотеке. Ну, здесь, конечно, есть небольшие нюансы. То есть об этом нельзя забывать, о том, что в конечном итоге мы должны оформить право собственности на детей. И все эти нюансы законодательства связаны, с одной стороны, с хорошей финансовой поддержкой, с другой стороны, определенные условия, определенные обязательства на нас тоже накладываются, и про них не нужно забывать. Что касается социальных выплат, мы должны помнить о детских пособиях и ранее упомянутых региональных мерах социальной поддержки. Детские пособия — это, например, пособие по беременности и родам, единовременное пособие беременной жене военнослужащего, единовременное пособие при рождении ребенка и так далее. То есть есть целый ряд оснований, по которым мы можем претендовать на соответствующие пособия. Они действительно нам позволяют достаточно хорошо в отдельные периоды нашего времени обеспечить доходы семьи, обеспечить доходы семейного бюджета, например, когда например, у нас когда рождается ребенок. Региональные меры социальной поддержки в нашем регионе регламентированы законом Республики Коми о социальной поддержке населения в Республике Коми и также о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей на территории Республики Коми. Это региональный семейный капитал. Об этом тоже не следует забывать. И, конечно, в каждом регионе есть свои нормативные базы, касающиеся региональных мер социальной поддержки. Возвращаясь к вопросам молодой семьи, следует сказать, что молодежная политика действительно у нас присутствует в стране, и поддержка молодой семьи тоже есть, и она достаточно неплохая, эта поддержка, и действует ведомственная целевая программа оказания государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг, постановление правительства 1050, и, соответственно, молодая семья при соблюдении определенных условий может претендовать на государственные жилищные сертификаты. И меры поддержки молодой семьи также можно просмотреть дополнительно в федеральном законе о молодежной политике в Российской Федерации. Что касается дополнительных доходов, конечно, все хотели бы помимо заработной платы получать еще дополнительный заработок, и это действительно возможно, если мы размещаем, например, денежные средства на вклады. Это могут быть дивиденды по ценным бумагам, это могут быть курсовые разницы. Конечно, это уже не молодая семья, это уже финансовые цели, которые мы можем достичь и реализовать в полной мере в зрелом возрасте, когда уже у нас есть и квартиры, и машины, и у нас есть неплохой заработок, и действительно мы можем сберегать и инвестировать свободные денежные средства. Кроме того, никто не запрещает заниматься нам малым бизнесом, регистрироваться как индивидуальные предприниматели и получать, соответственно, доходы от предпринимательской деятельности.
Если говорить о личном финансовом плане, то, конечно, мы в расходной составляющей должны учесть некоторые обязательные расходы, накопления, предусмотреть, конечно, обязательно инструменты для снижения рисков. И в целом хотелось бы, конечно, порекомендовать не игнорировать вопросы добровольного страхования, действительно пользоваться такими услугами по страхованию. Это ни в коем случае не реклама, но в отдельных случаях и из моего личного опыта могу сказать, что это действительно иногда позволяет существенно снизить отдельные риски и достичь финансовых целей. Есть определенный перечень расходов, который ведет к доходам, и в том числе к пассивным доходам. Это все, что связано с финансовыми продуктами, это может быть недвижимость. И, соответственно, инвестировать вы можете не только, как я уже ранее сказала, во вклад, вы можете инвестировать в приобретение ценных бумаг и пользоваться различными финансовыми продуктами и различными финансовыми услугами, но также можете приобретать недвижимость и, соответственно, сдавать ее в аренду с соблюдением, заключением договоров и, соответственно, выполнением всех налоговых обязательств. Но, тем не менее, каждая из этих операций ведет определенным риском. И, конечно, все за и против необходимо постоянно взвешивать и думать о том, что, вероятно, да, к каким потерям это может привести. И никогда, в принципе, не забывать, что высокие доходы всегда сопровождаются высокими рисками. А если вы не готовы брать на себя риски, то, соответственно, и нельзя ожидать высоких доходов. То есть это закон финансовых рынков, и еще ни разу он как бы не нарушался, в принципе. Какие общие рекомендации мы можем дать относительно личного финансового планирования? Конечно, нужно составлять реалистичные цели, определять сроки достижения этих финансовых целей. Еще одна небольшая рекомендация – это не откладывать слишком большие суммы. Фактор инфляции никто не отменял, и, соответственно, конечно, чем больше сумма, тем больше вероятность потерь вследствие инфляции. Масштабные цели рекомендуется разбить на определенные этапы. Далее, если мы хотим инвестировать в финансовые инструменты, то, конечно, нужно оценивать доходность каждого из этих финансовых инструментов и знать порядок расчета доходности. Это касается валютных, там, допустим, сбережений, это касается вкладов, каких-либо инструментов инвестирования в виде ценных бумаг. Далее, конечно, нужно распределять сразу доходы после их получения. Регулярно анализировать собственное финансовое положение, то есть понимать, где у вас проседаете в плане доходов, заработной платы и так далее. Конечно, выбирать удобный формат финансового плана. В интернете сейчас очень много различных сервисов онлайн, где вы можете вести учет доходов и расходов. В принципе, вы можете такой учет вести и планировать, и составлять финансовый план, в том числе в Excel. Кроме того, необходимо, вот что важно, конечно, регулярно обращаться к плану и помнить о своих финансовых целях. Именно, вот, может быть, последний момент регулярного обращения к плану в итоге позволит вам, чтобы планирование и учет доходов и расходов вошел у вас в привычку, и вы на каждом этапе не поддавались каким-либо спонтанным желаниям, а следовали определенной вашей финансовой цели. И, конечно же, еще раз хотелось бы обратить внимание на те риски, акцентировать внимание, с которыми вы можете столкнуться в личном и семейном финансовом планировании. То есть это могут быть риски, связанные с покупательной способностью денег, то есть это инфляция. Это могут быть риски, связанные с вложением капитала, то есть, конечно, если вы вкладываете в акции, курсовая стоимость этой ценной бумаги может упасть, и вы потеряете свои суммы инвестирования. И это могут быть риски, связанные с формой организации хозяйственной деятельности, в том числе риски, связанные, например, с неудачей ведения бизнеса, например, как индивидуального предпринимателя. То есть в целом нужно, конечно, понимать, если вы заняты по основному месту работы, то высок риск тому, что в бизнесе, например, торговле не получится у вас состояться, потому что нужно, конечно, каждому виду деятельности уделять максимальное внимание и максимально много времени.
В части управления рисками тоже следует дать некоторые рекомендации и соблюдать определенные этапы, то есть определять цели, выяснять риск, оценивать этот риск, выбирать метод управления риском, осуществлять управление риском и, конечно, в итоге подводить результаты. В данном случае еще следует сказать, что есть огромное количество учебников, которые посвящено методике оценки и финансовых, и инвестиционных рисков. Мы, например, рассчитываем и корреляцию, и ковариацию и так далее. Конечно, для обычного человека все это финансовая теория, да, и нам, конечно, на данном этапе тот минимум необходимый, который должен быть, это понимать то, что каждое наше действие может быть сопряжено с риском, и мы должны четко понимать, принимаем мы на себя этот риск, или же мы этот риск на себя не берем. Далее, по вкладам. Мы с вами говорим о том, что, конечно, нам хочется зарабатывать пассивный доход. У нас есть определенная сумма, мы заработали ее за определенный энный период времени, или мы попросту очень хорошо зарабатываем, и мы готовы инвестировать. И, конечно, самый простой такой инструмент для инвестирования — это вклады. В части вкладов нам, конечно, тоже нужно знать о своих, прежде всего, своих правах и тех рисках, которые мы берем и готовы принять на себя, если мы размещаем свои денежные средства во вклады. В нашей стране действует законодательство, регламентирующее содержание, в том числе договора банковского вклада. Это нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, статья, непосредственно пункт 1 статьи 834 Гражданского кодекса. И в соответствии с этой статьей по договору банковского вклада депозита одна сторона, банк, принявшая поступившую от другой стороны вкладчика или поступившую для нее денежную сумму вклад, обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором. Следует обратить внимание, что по действующему российскому законодательству вклады принимаются только банками, имеющими такое право в соответствии с лицензией Банка России, участвующими в системе обязательного страхования вкладов и состоящими на учете в агентстве по страхованию вкладов. И в данном случае следует не забывать, что у нас действует 177 федеральный закон о страховании вкладов в банках Российской Федерации. Конечно, наличие такой системы законодательства существенно снижает наши риски инвестирования денежных средств непосредственно во вклады. В договоре банковского вклада обычно содержатся условия о размере процентной ставки по вкладу. Это тоже очень важно. Именно, конечно, наличие такой процентной ставки обеспечивает вам и компенсацию уровня инфляции, и ваши доходы от инвестирования соответствующей суммы. В соответствии со статьей 834 Гражданского кодекса вклады могут быть до востребования и могут быть срочными вкладами. Кроме того, мы можем открывать рублевые, валютные, мультивалютные счета, безличные металлические счета, пополняемые и непополняемые вклады. В любом случае, вне зависимости от того, какой вид вклада мы с вами выбираем, нужно четко знать и понимать, что все условия банковского вклада зафиксированы должны быть в договоре. И прием банковского вклада сопровождается открытием счета. И договор должен быть заключен в письменной форме согласно действующему законодательству. И еще раз повторюсь, что все условия касательно суммы, срока, процентов, порядка снятия денежных средств являются основными условиями банковского вклада и фиксируются в договорах. Мы обращаемся в банк, например, и заключаем договор банковского вклада, конечно же, для того, чтобы получать процентный доход. Да, об этом было сказано ранее, то есть это определенные пассивные доходы от нашего инвестирования. Проценты могут быть в целом с точки зрения теории простые, без капитализации на внесенную сумму, и рассчитываются один раз. Это могут быть сложные проценты с определенной капитализацией. То есть все условия касательно процентов выплат, начисления этих процентов, все фиксируются в договоре. Очень интересный вопрос, который встречается в судебной практике, это может ли банк уменьшить процент по вкладу в одностороннем порядке. А если мы смотрим судебную практику, то по вопросу о праве банка снижать процентную ставку по вкладу до востребования существует две позиции судов.
То есть, с одной стороны, позиция первая, условия договора банковского вклада, заключенного с гражданином, о праве банка снижать процентную ставку по вкладу до востребования не противоречит действующему законодательству. А позиция другая, это условия договора банковского вклада, заключенного с гражданином, о праве банка снижать процентную ставку по вкладу до востребования, ущемляет права потребителя. По срочным договорам банковского вклада, заключенным с гражданином после 1996 года, банки не вправе уменьшать размер процентов даже в тех случаях, когда условие об одностороннем уменьшении банком размера процентов включено в договор банка с гражданином-вкладчиком. Такое условие является ничтожным на основании пункта 3 статьи 838 и статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации. Если в итоге мы все-таки принимаем решение о том, что нужно действительно идти в банк и открывать вклад, то мы что делаем? Какие шаги мы должны с вами предпринять? То есть мы должны определиться с условиями открытия вклада, выбрать кредитную организацию. Далее обратиться в отделение банка с необходимыми документами, внести средства во вклад и, соответственно, своевременно, конечно же, снять ваш вклад по завершении срока или продлить по необходимости этот вклад. Сейчас, конечно, вы понимаете, что с развитием цифровизации, цифровой трансформации кредитных организаций сделать это все гораздо проще. То есть, если у вас есть личный кабинет, можно, в принципе, проработать этот вопрос через личные кабинеты в банках. Еще раз обратимся к системе страхования вкладов, которая определена у нас 177-м федеральным законом о страховании вкладов в банках Российской Федерации. Этот федеральный закон определяет ряд принципов системы страхования вкладов, в том числе и первым принципом является обязательность участия банков в системе страхования вкладов. Сокращение рисков наступления неблагоприятных последствий для вкладчиков в случае неисполнения банками своих обязательств и ряд еще других. Прозрачность деятельности системы страхования вкладов и накопительный характер формирования фонда обязательного страхования вкладов за счет регулярных страховых взносов банков, участников системы страхования вкладов. Конечно же, возникает вопрос, какие вклады застрахованы. 177-й федеральный закон четко определяет, какие вклады подлежат страхованию, и, кроме того, определяет перечень вкладов, которые не подлежат страхованию. То есть их перечень достаточно обширный, и, в принципе, это может быть размещенное на банковских счетах во вкладах адвокатов, нотариусов и иных счетах, если такие банковские счета вклада открыты для осуществления предусмотренной федеральным законом профессиональной деятельности. Размещенные в банковские вклады, внесение которых удостоверено депозитными сертификатами, переданные банками в доверительное управление. Размещенные во вклады, находящихся за пределами территории Российской Федерации, филиалах банков Российской Федерации, являющиеся электронными денежными средствами и так далее. То есть этот перечень вкладов, которые не подлежат страхованию, еще раз повторюсь, определен 177-м федеральным законом. Также 170-й федеральный закон определяет у нас страховые случаи, когда мы имеем право обратиться в агентство по страхованию вкладов, то есть это может быть отзыв аннулирования у банка лицензии Банком России на осуществление банковских операций. Это может быть введение Банком России в соответствии с законодательством Российской Федерации моратория на удовлетворение требований кредиторов банка. В действующем законодательстве российском четко определен порядок обращения за возмещением по вкладам. В случае наступления соответствующих событий, то есть мы обращаемся в агентство с требованием о выплате возмещения по вкладам вкладчикам и так далее, с соответствующим заявлением и соответствующей документацией, которая дает нам основания для того, чтобы мы получили соответствующие выплаты. Тоже хотелось бы поделиться опытом. Действительно, у нас, допустим, мы тоже складывались с тем, что у банка была отозвана лицензия на ведение банковских операций, в этом банке у нас был вклад, и, конечно, в принципе, здесь никаких проблем с возвратом, поскольку этот банк был включен в систему обязательного страхования вкладов, у нас не возникло. То есть в установленные сроки мы предоставили документы, и в установленные сроки тоже нам были осуществлены выплаты по вкладам. Действующее законодательство определяет размер возмещения по вкладам.
возмещение по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай, выплачиваются вкладчику в размере 100% суммы вкладов в банке, но не более 1 400 000 рублей. И, конечно, вот эти условия мы тоже должны прорабатывать для того, чтобы грамотно формулировать собственную финансовую стратегию и правильно выбирать, как лучше нам размещать денежные средства. Либо мы вкладываем все наши миллионы в один банк, либо мы распределяем и открываем депозитные вклады в различных кредитных организациях, тем самым мы минимизируем собственные финансовые риски. Очень интересный момент, который мы тоже должны знать, это касается налогообложения доходов от размещения средств в банках, это НДФЛ, и у нас с 1 января 2021 года у нас немножко изменился порядок налогообложения НДФЛ процентного дохода по вкладам, остаткам на счетах, полученным с 1 января 2021 года. Налогообложение — это отдельная, достаточно интересная и практически значимая, можно сказать, тема, о которой хотелось бы, конечно, уделить внимание и рассказать больше в рамках, скорее всего, другой лекции. Вот здесь у меня на слайде приводится определение мисселинга. То есть это недобросовестная практика навязывания клиентам продукта без подробного информирования о характеристиках и важных особенностях. Мы видим сейчас, что кредитные организации очень активно ведут политику, постоянные звонки и так далее. И, конечно, здесь очень важно, в том числе и по вкладам, быть внимательно изучать условия действующих договоров и, конечно, максимально задавать вопросы, зачем, почему, чтобы вам давали более глубокое, более правильное объяснение, чтобы действительно вы не открыли вклад, которым, грубо говоря, может быть отрицательный процент, и вы будете от этого вклада только терять, чтобы вы не заключили договор, какое-нибудь страхование, где попросту вы не получаете никакого абсолютно дохода, и в том числе и теряете на вычетах по НДФЛ. То есть каждой конкретной ситуации нужно, конечно, все прорабатывать и изучать дополнительно, брать время при общении с финансовыми консультантами на то, чтобы подумать, еще раз поразмыслить, потому что политика банков, конечно, очень активная, они ведут агрессивную политику по предоставлению своих услуг, и помимо, конечно, основных банковских продуктов, услуг, которые они традиционно оказывали, появляется еще много других услуг, которые они нам предлагают, в том числе доставки, в том числе что-то врачи и все прочее. Конечно, об этом следует думать, взвешивать все за и против от тех операций, от тех услуг, на которые вы готовы пойти или отказаться. Далее немножечко в этой лекции мы еще поговорим о потребительском кредитовании, потому что для того, чтобы что-то купить, например, какую-то сделать большую покупку, насладиться жизнью сегодня и сейчас, иногда нужно все-таки брать кредиты. Кредиты, если мы говорим о потребительском кредитовании, то в эту категорию включаются кредиты для физических лиц, потребительские кредиты, и микрозаймы, как кредиты для малого бизнеса. Это вдруг вы не только работаете, но еще на кого-то, наемный работник, вы еще ведете свой бизнес. Если мы говорим о кредитах для физических лиц, то о потребительских кредитах, то это могут быть кредиты на личные нужды, это может быть ипотека. Потребительское кредитование также у нас регулируется федеральным законодательством, 353 федеральный закон о потребительском кредите или займе. Потребительский кредит в соответствии с действующими нормами законодательства — это денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на основании договора в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. И обратите, пожалуйста, внимание, что потребительские кредиты выдаются только кредитными организациями. Если мы говорим и хотим увидеть единый список документов, необходимых для оформления заявки на кредит, то такого списка документов попросту нет. Конечно же, когда мы оформляем кредитный договор, наш кредитор должен обязательно нас проинформировать об основных условиях кредитного договора, поскольку в конечном итоге нам с вами его возвращать и выплачивать проценты по этому кредиту. Кредиты могут быть как целевыми, так и нецелевыми, обеспеченными и необеспеченными. Если мы говорим о целевом кредите, то, соответственно, у нас цель
кредитование наше включается в соответствующий кредитный договор. И в данном случае, если такая цель определена, наш кредитор вправе контролировать целевое расходование средств. И мы, конечно, можем испытывать определенные трудности в связи, если мы мы будем не по целевому назначению использовать наш кредит. Подтверждением целевого характера нашего кредита являются кассовые чеки, сметы расходов, а также заключенные нами договоры. Если мы говорим об обеспечении нашего кредита, то это может быть залог, то есть залог нашего имущества, которое у нас есть, и на праве собственности, это может быть поручительство третьих лиц. И, конечно, если мы говорим о залоге или поручительстве, то соответствующие условия обеспеченности этого кредита также включаются в наш кредитный договор. Если мы заключаем кредитный договор и заключаем договор потребительского кредита, то, собственно, мы соглашаемся со всеми его условиями и принимаем на себя обязательства по их выполнению. Отсюда, соответственно, мы принимать решение должны только в том случае на заключение кредитного договора, если мы точно понимаем, для чего мы берем этот кредит, мы понимаем все условия этого кредитного договора, мы понимаем, на какие процентные расходы мы в дальнейшем идем, и мы должны понимать, из каких источников доходов мы будем в будущем их возвращать. То есть получается, что мы должны четко знать, что на определенный период времени у нас будет, например, зарплата в определенной сумме, да, и мы, соответственно, за счет этой зарплаты сможем покрыть наши процентные расходы. А если мы понимаем, что, допустим, есть вероятность того, что уровень зарплаты у нас понизится, у нас, в принципе, должен определенный быть резерв, за счет которого мы в дальнейшем сможем вернуть основную сумму долга и выплатить проценты. За нарушение заемщиков сроков возврата долга и уплаты процентов кредита вправе принимать предусмотрены меры ответственности по кредитным договорам. В кредитных договорах у нас есть и общие условия договора, и некоторый ряд индивидуальных условий договора, которые согласуются непосредственно с нами относительно сумм, относительно сроков, относительно валюты и процентной ставки. И все эти условия изначально, в том числе, они, конечно, возможность таких условий предусмотрена действующим федеральным законодательством. Вот здесь хотелось бы обратить внимание на валюту кредиты. Это тоже определенные риски, особенно если у нас нестабильный курс национальной валюты. Конечно, где-то можно было выиграть, но в достаточно короткие периоды времени. И поэтому, если вы планируете кредит, например, в евро или в долларах, нам нужно все-таки об этом задуматься и еще раз пересчитать все эти плюсы и те минусы и оценить риски в случае значительного колебания валютного курса. Полная стоимость потребительского кредита предполагает, что формируется, исходя из всех платежей заемщика по кредитному договору. То есть это платежи по погашению основной суммы долга, по уплате процентов и все прочее. То есть их тут целый полный перечень, включая даже сумму страховой премии по договору страхования, сумму страховой премии по договору добровольного страхования в определенных случаях. То есть когда вы заключаете кредитный договор, вы четко должны понимать, что только процентами у нас дело не ограничится, а есть еще ряд обстоятельств, которые тоже вы должны учесть и включить в полную стоимость потребительского кредита. Полная стоимость потребительского кредита определяется как в процентах годовых, так и в денежном выражении, рассчитывается в порядке, установленном 353 федеральным законом. И есть один нюанс, касающийся, где должна быть указана полная стоимость потребительского кредита. Это все тоже прописано в законодательстве. И полная стоимость потребительского кредита размещается в квадратных рамках в правом верхнем углу первой страницы договора потребительского кредитования перед таблицей. То есть вплоть до того, каким это все должно быть шрифтом, какой процент площади должен составлять описание этой полной стоимости. Поэтому обращаю ваше внимание на то, что эти вещи нельзя ни в коем случае забывать.
С 1 января 2020 года не допускается начисление процентов по договору потребительского кредита после того, как сумма начислений достигнут полуторакратного размера суммы предоставленного потребительского кредита. То есть 554 федеральный закон ввел такие ограничения, это как раз, чтобы не допустить закредитованности нашего населения и попросту пресечь неграмотное финансовое, так сказать, поведение. Интересен вопрос, касающийся снижения процентной ставки по договору потребительского кредита. Снижение процентной ставки может быть предусмотрено непосредственно в договоре потребительского кредитования. В данном случае есть определенные основания, и в том числе даже информационное письмо Банка России и апелляционное определение Московского государственного суда. Если, конечно, в отдельных случаях банк не соглашается пересмотреть условия потребительского кредита, то, в принципе, можно посмотреть и рассмотреть варианты рефинансирования вашего кредита в другом банке. Как вы погашаете долг по кредиту? Это могут быть аннуитетные платежи, это могут быть дифференцированные платежи. Что для вас более выгодно, конечно, вам это все решать и рассматривать различные варианты. И условия выплаты процентов также определяются в заключенном вами кредитном договоре. Конечно же, есть определенный перечень информации, которую вы должны обладать уже после заключения кредитного договора и после заключения договора потребительского кредита. Кредитор обязан направлять в порядке, установленном договором, заемщику следующие сведения или обеспечить доступ к ним. То есть размер текущей задолженности заемщика перед кредитором, даты и размеры произведенных и предстоящих платежей заемщика по договору потребительского кредита, иные сведения, указанные в договоре потребительского кредитования. На это тоже вам необходимо обращать внимание, поскольку от этого зависит ваш семейный бюджет и, в принципе, ваша своевременная выплата процентов и основной суммы долга, и вообще реагирование на случай возникновения непредвиденных обстоятельств. Всегда необходимо помнить о том, что у вас есть определенные обязанности относительно кредитного договора, то есть вовремя внести основную сумму, выплатить проценты, и у вас есть определенные права в виде отказа от получения кредита и досрочного возврата этого кредита. Если все-таки в итоге у нас возникают трудности с погашением нашего кредита, мы можем прибегнуть к его реструктуризации, то есть обсудить с кредитором вопрос изменения условий договора и рефинансировать задолженность и погасить данную задолженность за счет другого кредита по программе, соответственно, дефинансирования. Итак, когда мы планируем получить потребительский кредит для того, чтобы, например, купить дорогую путевку на юг или, допустим, какие-то еще понести потребительские расходы, мы должны изучить условия потребительского кредитования различных банков и сознательно выбрать банк кредитора, подготовить необходимые документы и обратиться в банк. При одобрении банком кредита ознакомиться с индивидуальными условиями договора и, соответственно, заключить договор. То есть эти шаги у вас должны быть в сознании. И, конечно, самое первое – это грамотно осуществить выбор кредитного продукта и кредитной организации с учетом всех обстоятельств, которые на данный момент существуют, в том числе с учетом условий, на которые будут предоставлен кредит, с учетом процентной ставки, с учетом сроков и всего прочего. Никто вам не мешает поменять один банк на другой, но это нужно сделать еще до того, как вы заключаете кредитный договор, то есть упредить негативное развитие событий. Если все-таки у вас получается, если вы взяли кредит и в дальнейшем вы думаете, что нецелесообразно нести дополнительные проценты и расходы, и вообще ни к чему этот кредит для вашего семейного бюджета, досрочно погасить потребительский кредит возможно. То есть для этого вы должны уведомить банк о предстоящем досрочном погашении, внести необходимую сумму на банковский счет, и если у вас был заключен еще параллельно договор страхования, решить вопрос с возвратом страховой премии. Вернуть, конечно же, страховую премию в определенных случаях возможно. И также приведу пример своего опыта. Мы тоже досрочно закрывали кредиты и, соответственно, обращались в страховую компанию за возвратом страховой премии. И, в принципе, никаких отказов у нас не было.
Интересно являются моменты, касающиеся того, что не может быть включено в договор потребительского кредитования. И в данном случае есть однозначная важнейшая практика судов. Нельзя включать в договор потребительского кредитования ряд определенных условий, которые в данном случае на слайде представлены. Например, о праве банка в одностороннем порядке изменять размер комиссии, о штрафе за отказ получать кредиты и так далее. То есть тоже действующее законодательство, в принципе, защищает нашего заемщика от нерациональных действий в дальнейшем. Хотелось бы еще немножко поговорить об ипотеке. Федеральный закон 102 об ипотеке вот эти все вопросы, касающиеся ипотечного кредитования, регулирует. В данном случае ипотечный кредит предоставляется на приобретение жилого помещения, которое передается в залог банку-кредитору. Предметом залога может выступать и квартира, и жилой дом, и так далее, другой объект недвижимости, который мы приобретаем за счет кредитных ресурсов. Обратите внимание, что именно ипотечные кредиты выдаются в значительных суммах и на длительный срок. И в связи с этим, конечно же, важно ответственно очень подходить к заключению подобных кредитных договоров и понимать, для чего мы это все, соответственно, делаем и проводим такую огромную работу по сбору документов, по оценке и всего прочего. Мы должны с вами при заключении ипотечных договоров обратить внимание на сумму первоначального взноса, то есть от этого может зависеть в том числе и процентная ставка, больше первоначальный взнос, ниже процентная ставка, то есть такой вариант тоже может быть. Требуемая сумма кредита, какие у нас будут ежемесячные платежи по кредиту, какой мы доход получаем и, соответственно, срок получения кредита. Здесь нужно все это просчитывать и плюс еще посмотреть, как формируется процент. Кроме того, обращаем внимание на то, что наше имущество должно быть застраховано. И здесь, чтобы сэкономить, конечно, нам нужно выбрать страховую компанию, которая предоставит, которой мы заплатим меньше за страхование нашего заложенного имущества. То есть очень часто банк-кредитор предлагает заключить договор страхования, так сказать, в родственной, страховой компании, и не всегда это будет дешевле, нежели если вы обратитесь в другую компанию со свободного рынка. Конечно, могут сказать, что, допустим, не допускается страхование в другой страховой компании, но обстоятельства могут измениться, и нужно переспросить, и, соответственно, заключить договор страхования на более выгодных для вас условиях. В принципе, мы тоже с нашей семьей с такой практикой сталкивались, и, конечно, это заключение договора страхования заложенного имущества с другой страховой организации позволило нам существенно снизить расходы по страхованию. Мы должны не забывать о том, что мы берем на себя ответственность при заключении договоров кредитных, в том числе ипотечных договоров, за ненадлежащее исполнение условий договора и выплаты процентов и основной суммы долга, в том числе по страховке. То есть если мы своевременно не страхуем, то может быть предусмотрено в кредитном договоре по ипотеке увеличение процентной ставки попросту, и все. Если мы взяли ипотечный кредит, мы, конечно же, должны обратиться к налоговому кодексу и почитать, какие же там вычеты нам предусмотрены, если мы расходуем средства на покупку или строительство жилья. Возможно получить 13% от суммы, которые заплатили за квартиру или дом, но не более 260 тысяч рублей. Здесь это все прописано в нормах налогового кодекса. Что еще здесь интересно? Можно получить несколько раз в жизни за покупку нескольких объектов, но при условии, если размер вычета по всем объектам в сумме не может превысить 260 тысяч рублей. Далее. Мы можем эти вычеты оформить либо через работодателя, предоставить ему соответствующие документы, либо можем это сделать через предоставление налоговой декларации, самостоятельно, в принципе, не информируя работодателя об этом. Кроме того, интересный момент – это возможность получения вычета по расходам на оплату процентов по ипотечному кредиту. Возможно вернуть 13% от денег на погашение процентов по ипотеке, но не более 390 тысяч рублей.
Вычет на проценты по ипотеке можно получить только по одному объекту недвижимости. И обратите, пожалуйста, внимание, что налоговый вычет не предоставляется, если мы покупаем квартиру у наших родителей, у супругов, детей, братьев, сестер и так далее. То есть это взаимозависимые лица. Вообще тема налогообложения тут тоже очень интересная, и достаточно большие суммы мы можем вернуть через налоговую. И, в принципе, законодательство у нас налоговое очень часто меняется, поэтому рекомендую, допустим, каждый год перед завершения налогового периода посмотрите, что же поменялось в действующем налоговом законодательстве, какие изменения планируются и какие, соответственно, мы можем выгоды получить от того, что мы хорошо знаем налоговый кодекс. Опять же, вернемся к материнскому капиталу. Почему мы здесь о нем говорим? Потому что часть первоначального взноса по ипотеке можно внести как раз средствами материнского капитала. И опять же, еще раз повторюсь, что мы не должны забывать, что в данном случае, конечно, право собственности на детей очень важно просто оформлять, и это серьезное нарушение, если мы такого не сделаем. Так, и последний момент, который хотелось бы сегодня еще осветить, это защита прав и законов в интересах потребителей финансовых услуг. То есть мы с вами потребители, и, конечно, мы должны понимать, что наши права защищены, и у нас есть определенные интересы, и наши интересы должны соблюдаться действующим законодательством. Вот, данная презентация у нас подготовлена не только с привлечением актива наших студентов Института экономики и финансов, и некоторые моменты, соответственно, в данном случае следует озвучить. То есть наши ребята тоже активно занимаются вопросами финансовой грамотности, и, соответственно, если вы будете обучаться на программах нашего института, то, соответственно, мы тоже будем вовлекать ваших детей, как уже будущих студентов, в мероприятия по финансовой грамотности. Это волонтеры финансового просвещения. Это здорово, это очень сейчас очень престижно и популярно. Вот. У нас есть определенные понятия финансовых услуг и потребителей финансовых услуг, кто это такие и, соответственно, что это за граждане. И потребители финансовых услуг – это гражданин, заказывающий, приобретающий или использующий товары исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Вот, различные виды финансовых услуг существуют, то есть, в принципе, то, что мы с вами сейчас проговорили по банковским вкладам, по кредитованию, это одни из только разновидностей финансовых услуг. Здесь можно и пользоваться и другими финансовыми услугами, но, соответственно, точно так же оценивать, взвешивать все за и против, доходы, расходы и все прочее, и вообще понимать, зачем вам это нужно, либо просто поучиться, да, либо действительно вы хотите, чтобы, например, покупка валюты у вас вошла в ваш обиход, и регулярно вечером, пока биржа не закроется, вы покупали валюту там, стабильно, там, например, по $100 условно. Далее. Защита прав потребителей – это комплекс мер, реализуемых государством и направленных на регулирование общественных отношений, возникающих между потребителем и субъектом предпринимательской деятельности. То есть федеральный закон о защите прав потребителей финансовых услуг, он должен быть нашим тоже таким важным документом, который мы рекомендуется почитать и обращаться к нему тоже регулярно, потому что мы должны знать свои права, и тогда, соответственно, немножечко по-другому к нам будет отношение, и вообще система взаимоотношений и финансовых отношений будет более развита. Мы должны понимать, что действительно у нас есть целый, помимо федерального законодательства, есть структуры и институты, созданные в нашей стране, которые обеспечивают контроль и надзор за соблюдением действующего законодательства. То есть это Министерство финансов, Роспотребнадзор, Федеральная антимонопольная служба и, конечно же, Банк России. И, ну, кроме того, это суды и так далее, все остальные. То есть основные институты, да, где в данном случае на слайде представлены, это, конечно же, Банк России. И на
на любом официальном сайте, выйдя на официальный сайт соответствующего органа, вы можете найти, например, интернет-приемную или обращение граждан и, соответственно, обратиться в это учреждение за тем, чтобы вам дали какое-либо разъяснение, дали какую-либо консультацию и вообще, в принципе, отреагировали на ваши проблемы. И действительно такая реакция может быть. Когда массовость создается, да, мы можем получить определенный результат. Наши студенты, когда готовили презентацию вот в рамках наших проектов по школе финансовой грамотности, рассмотрели различные потребительские проблемы в сфере финансовых услуг, то есть систематизировали их. То есть есть определенный набор проблем в части кредитования, например, навязывания страховки при получении кредита. Это может быть проблемы, связанные со страхованием, то есть несвоевременная выплата страховки, недоплата, недоучет, понижающий коэффициент при продаже страховки. То есть в целом, конечно, хотелось бы, может быть, в дальнейшем и вопросам страхования тоже уделить немного внимания на лекции. Мы это тоже постараемся сделать. И безналичные денежные операции, то есть, например, невозврат денег после ошибочных переводов, невозврат денег на карты после мошеннических операций, начисление комиссий за обслуживание карт, которыми потребитель не пользуется. То есть тоже определенный круг проблем, очень вообще интереснейшие темы, практически значимые такие. Очень есть ряд комплекс проблем, связанных со вкладами, например, невыдача вкладов, задержка выдачи и так далее. И кроме того, финансовые услуги, связанные с брокерскими услугами, услугами ломбардов, депозитариев и все прочее. Это все очень хочется, конечно же, рассказать. И постараемся это сделать на других записях нашего родительского лектория. Вот. И вот такую небольшую схемку можно представить, если вы видите и думаете, что ваши права и законные интересы как потребителей финансовых услуг нарушены. То есть мы пишем официальную претензию, письменную претензию руководству финансовой организации с определенными требованиями. Если не помогает, то обращаемся к государственную или общественную организацию, которая защищает права потребителей финансовых услуг. Если и это не помогло, то обращаемся в суд с помощью организации, защищающей права потребителей. Вот такая небольшая схема действий, которой мы можем придерживаться когда мы думаем или полагаем, что наши права нарушены. Но надеюсь, что таких событий и таких обстоятельств у нас с вами не будет, потому что мы будем вести себя как грамотные потребители финансовых услуг, мы будем взвешивать все за и против при принятии финансовых управленческих решений. Хотелось бы поблагодарить СПС «Консультант Плюс» за те материалы, которые, в принципе, были предоставлены. И тот лекционный материал, который мною сегодня был озвучен, был подготовлен с использованием и материалов Университета Банка России, и справочно-правовых систем «Консультант Плюс». Вот. Благодарю за внимание. Если у вас возникают какие-либо вопросы или пожелания, допустим, какие темы лекций вы бы хотели в дальнейшем услышать, помимо того, что я озвучила, да, что составляло бы интерес, это налогообложение, это проблемы со страховками, может быть. Вы можете написать мне на электронную почту irshvmail.ru, вы можете найти группу нашего Института экономики и финансов ВКонтакте, вы можете также найти меня тоже в группе ВКонтакте, и кроме того, мы недавно стали вести с нашими студентами группу ВКонтакте «Школа финансовой грамотности», группу, соответственно, «Школа финансовой грамотности» СГУ имени П.М. Сорокина в Инстаграме. И любыми способами возможными вы всегда можете связаться со мной и с нашей командой по «Школе финансовой грамотности» и задать интересующие вас вопросы. Вот, в принципе, на этом все. Большое спасибо вам за внимание, всем удачи и финансовых успехов.